Дорогие кыргызстанцы, обращаясь к вам как инициатор проекта закона по манипулированию информацией, хочу довести самую главную цель проекта закона, который направлен на защиту людей от всякой лжи, неправды, которая направлена в ваш личный адрес. Все утверждения, что закон запрещает свободу слова, это неправда. Единственное требование – указать свою фамилию, имя и электронный адрес. Разве это запрет? Мы против фейковых аккаунтов, потому что именно с них идет всякая клевета в адрес других людей. Дается только возможность через обращение в суд остановить эту ложь. Это гражданско-правовые отношения. В законе нет административной ответственности, нет уголовной ответственности, нет штрафов, нет хранения информации в течение 6 месяцев. Только возможность останавливать неправду. Пожалуйста, посмотрите, что творится. Люди за компьютером, под влиянием этих фейковых аккаунтов, закрытых этих аккаунтов, из-под тишка поливают друг друга грязью, обливают нецензурными словами, проклятиями, разрушают репутацию человека, семьи. Информация подается только в одностороннем порядке. Сейчас в мире идет информационная война, скрытая, где сидят лица, которые провоцируют людей, подпитывая им и подкидывая им сенсационные факты. Хочу объяснить, как это происходит на самом деле. Например, создали от моего имени в Инстаграме, в Твиттере ложный аккаунт, тем более фамилию, имя знают, фотографии в интернете несложно найти. Написали в адрес моего коллеги Дастана Бекешева оскорбление. Повторяю, я официально заявляю, что это не мой аккаунт. Я никогда не сидела в Твиттере, я никогда не сидела в Инстаграме. Вот в этом случае я даже тоже сейчас ничего не могу сделать, так как остановить это сложно. Говорят, что можно остановить это и подать в правоохранительные органы заявление. Но милиция такие заявления не берет. Скажите тогда, вот что делать? Так люди могут потерять семьи, потому что можно написать, что один из супругов изменяет. Люди могут потерять работу, так как это через фейковый аккаунт можно убрать соперника, конкурента на работе, облить грязью соседа, дискредитировать его в глазах окружающих. Что можно сделать сейчас в этой ситуации? Ничего. Закон позволит остановить поток этой лжи. Разве это свобода слова, когда говорят из-за фейковых аккаунтов и обливают друг друга грязью? Сейчас все, кто сидит под этими анонимными аккаунтами, активизировались, объединились в соцсетях и выступают против закона. На самом деле они выступают против всех нас. Они защищают только свое право безнаказанно поливать других людей, оскорблять и нецензурно выражаться. Один человек, сидя за компьютером, создает десятки и сотни других аккаунтов, распространяет недостоверные сведения и формирует как будто бы мнение других людей. Он не хочет писать свое настоящее имя. Разве это честно? К кому вы обратитесь, чтобы выразить то, что написано неправда? Нет обратной связи. Я обращаюсь к пользователям соцсетей, которые сидят и прячутся, и говорят, что нарушают их права. Снимите маски, скажите людям правду, и о себе тоже. Скажите, сколько вы получили за распространение лжи. Вы идете сейчас всего своего народа. Скажите, кто стоит за вами? Да, я понимаю, что будет тяжело вот это все исправить, но я твердо знаю, что очень много людей поддерживает этот закон. Да, к сожалению, пока не 100%, но многие хотят жить в обществе, где уважают друг друга, где сохранены семейные ценности, где ценится настоящая свобода слова. Кыргызстанцы, сидящие под фейковыми аккаунтами, вы же тоже граждане нашей страны. Начните любить свой народ, свою родину. Не обманывайте ни себя, ни людей. Остановитесь, не провоцируйте никого. Нет обязанности, еще раз говорю, отвечать за это вот все. Просто дайте право другому человеку защитить себя. Один хороший журналист сказал, что интернет-сети – это такая же среда, как и любая традиционная медиа-среда. Вы поймите, что закон, он позволяет сейчас отстаивать свои права в средствах массовой информации, когда про них идет грязь. Но соцсети это сейчас не регулируют. И то, что нельзя делать в реальной жизни, нельзя делать и в виртуальном мире. Поймите, нельзя поливать грязью людей, нельзя на них клеветать, нельзя оскорблять людей, использовать соцсети для этого.